Таджикистан, Узбекистан. Узбеки отобрали у таджиков Бухара и Самарканд. А мы бы специально сделали. Называть таджикский народ народом, считать их народом каким-то полуварваров, народ древнейшей цивилизации, которая была высокоразвитой тогда, когда на территории Московского царства еще белки прыгали по деревьям, понимаете. Таджики уже создавали удивительные произведения культуры и искусства, и у них были государства. Да и к XIX веку, когда Российская империя пришла туда, Хива, Какан, Самарканд — это высокоразвитые государства, современные достаточно, которые, может быть, уступали Российской империи в системе организации армии, но во всем остальном они имели систему законов, между прочим, восходящие к VI веку, и которые непрерывно воспроизводились. Я имею в виду такие связь шариатских законов с традиционными законами жизни тюркских народов. И вполне, знаете, называть их варварами то же самое, как называть варварами, честно говоря, некоторые государства Италии к этому времени были гораздо более варварскими, чем государства Средней Азии, прямо скажем, по многим параметрам. По крайней мере, Римскую Папскую республику, Папскую область трудно было считать высокоразвитым государством. Поверьте, Бухара и Каканд гораздо более были демократическими, свободными и законными государствами, чем Папская область. Однако мы же не предъявляем претензии Риму XIX века, который был упразднен графом Каавуром и Наполеоном III с разными там вариантами этих политических. Вся культура представлена своей только микроскопической частью, она настолько огромна, настолько прекрасна, настолько величественна, что мы только, как говорится, коснулись тени таджикской культуры. Я считаю, очень мало в России представлена таджикская великая древняя культура. Хочу, чтобы это было больше. Больше приезжало из Таджикистана в Россию ансамблей, групп. Больше в России знали о поэзии таджикской великой, о Сааде, о Фердосе, о Хафизе. Надо снимать или показывать фильмы по Шахнаме. В общем, нам не хватает таджикской культуры, честно вам скажу. Поэтому сегодняшний вечер был как глоток свежего. Ошибка была в постсоветском, в Беловежских соглашениях сама. Границы советских республик проводились не по национальному признаку, а по экономическому. Точно так же рисовались границы среднеазиатских республик, которые просто разделили там таджикский народ, например, на несколько частей. Большинство таджиков проживает в Узбекистане, в районе, потому что древние таджикские столицы — это не Душанбе. Душанбе в переводе на русский язык — это просто понедельник. Это был понедельничный рынок, который никогда не был городом, который создал просто Сталин как столицу. Сказал, здесь будет столица. А столица таджиков, безусловно, это Бухара. Это благородная Бухара, это Самарканд, это Термез, это там Ибн Сина, откуда родом Авиценна, это под Термезом маленькая, там есть деревушка такая, когда ты проезжаешь. Поэтому эти границы, естественно, были безумными. И прежде чем подписывать Беловежское соглашение, то есть они не были безумными, они были рациональными в логике сталинского государства. Смотрите, персы — единое пространство, очень единое. Даже шииты компактно. Афганистан. Не важно все равно. Герат, несмотря на то, что Герат находится за границей, это все равно Хорасан. Душанбе — персидский город. Душанбе — это понедельник всего-навсего, периферия Бухарского Эмирата. Это рынок понедельничный. Это рынок, но это далекая окраина великой золотой Бухары Аш-Шариф. Понимаете? Благородная Бухара, вот столица Таджикистана. А Бухара — персидский или турецкий город? Бухара — таджикский город. То есть, это столица древнего культурного пространства. Узбеки с вами не согласятся. Хорошо, возвращаюсь в Россию. Да, ну пусть тогда нам скажут откровенно, на каком языке в Бухаре, в Самарканде или в Термезе люди говорят на улицах. По-русски. Да ладно, по-русски. Таджикский там звучит язык, а не русский язык. Хотя я с симпатией отношусь к узбекскому народу и тюркоязычным узбекам, но надо признать правду, что половина, как минимум, населения Узбекистана говорит на таджикском языке. Хорошо. Мне предпочел, на самом, чтобы они не забывали русский. Какая разница? Русский язык будет учиться по мере... Тут я стою на ленинской позиции. Фарух Азизбеков мегӯяд ки ман мехостам фаҳмам фикри шуморо дар бораи Самарқанду Бухоро замини тоҷикҳо чӣ гуфта метавонед? Бале, Самарқанду Бухоро умуман Осиёи марказӣ, ман намегӯям Самарқанду Бухоро, ман хоҳиш мекунам
کتابای زیاد هستند در این زمینه، کتابای تاریخی زیاد هستند. نه فقط سمرقند و بخارا برادرها، هیچ قزاقستان و قرقیزستان و نمیدونم ترکمنستان وجود نداشت و این منطقه با نام ماوراء النهر مشهور بود. ماوراء النهر یعنی بین دو نهر. شما حتی همین شهرهای ترکمنستان رو نگاه کنید، نامای چی دارد؟ تاجیکی. شهر دارد چردجو. این چردجو نیست ترکمنستان، چارجو است. یعنی چارجو، چردجو چارجو است. خیلی خیلی از این شهرها نامای تاجیکی فارسی. اشقاباد، اشقاباد یعنی اشخبر میگن، این اشخبر. اشقاباد این نام فارسی است، نام تاجیکی است، عشق آباد شده است. خب این تریتور مال کی بود؟ یعنی تریتور بخارا بود، سامانی ها بود دیگه، در دوره سامانی ها البته. خب آیسته آیسته رفته دیگه دایره ما را تنگ کردن. سمرقند و بخارا مرکز امارت بود. سمرقند می شود گفت که مرکز، یعنی پایتخت دومی انمین چی؟ خب دیگه شایگری سامانی ها از ما بود، ولی متاسفانه خب دیگه خیلی شده که از ما نیست. من جدا امروز سرافراز هستم که وطنی خودم با اومده یار و دوستای خودم با خدمت کردم. الهیم سمرخانه ما از شویцария زیاد شود. امروز من دیدم شهر دیده آمدم، آبی چشمم آمد، یاشیم با یادم آمد، پدر و مادرم یادم با آمد، جورای رفتگی از این دنیا یادم با آمد. وای تویایی که 3000 کس 4000 تا آدم سمرخانی می آمدن می رفتن، من یاد کردم امروز. باشیتون سلامت. الهیم سمرخانه بابا وقت توی تماشا شود، روزی بدی نبینیتون. الهیم یک تا اشولا می خونم، پزمان شدم. مرحمت گوش کنیتون. فهمیدم که شما زبان میآموزید، زبان انگلیسی، و با زبان‌ها، با هر گونه زبان‌ها شوق و رغبت دارید، هوس دارید. چرا ما زبان تاجیکی انتخاب کردید؟ چون که علاقه داشتیم که این شهری تاجیک بوده است. برای همون اینجا به آمدیم زبان تاجیکی آموختیم. اگر مثلا در شهری تاشکند زندگی میکردم، البته زبان ازبکی یاد میگرفتم. این سمرقند شهری تاجیک برای همون